Крыму 17:00. В эфире радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами? Добрый вечер. Крым Реалии в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Сегодня важная тема для нашего разговора – завершение досудебного расследования по делу Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых. Перед тем, как начать наш разговор на эту тему, я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе. Сделать это очень просто, любым удобным для вас способов. Во-первых, я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Вы можете присоединяться к нам на этой площадке. Там же есть поле для комментариев, где вы можете общаться с другими нашими радиослушателями, радиозрителями, задавать вопросы нам и нашим собеседникам. Я стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете под нашей трансляцией. Наиболее интересные и актуальные комментарии зачитаю в нашем эфире. Главное, конечно же, чтобы они все-таки относились к центральной теме нашего разговора. Вот Эльшан Цеферов уже пишет: Нариман Джилял азатлык, свободу Нариману Джилялу. Разделяете ли вы это мнение или нет, вы можете писать в комментариях под нашей трансляцией или звонить нам в студию 8 800 10 06 926. Ждем ваших реакций, а мы начинаем наш разговор. Итак, досудебное расследование в отношении крымско-татарского активиста, журналиста и политика, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых, обвиняемых в организации так называемой диверсии на газопроводе в Перевальном, завершено. Об этом 15 декабря на своей странице в Facebook сообщил адвокат Наримана Джиляла Николай Полозов, который уже приступил к изучению материалов. Я коротко напомню информацию об этом деле. Детально вы всегда ее можете найти на сайте Крым Реалии в том числе. Нариман Джилял был задержан рано утром 4 сентября. Перед этим в его доме провели обыск. Тогда же в ночь с 3 на 4 сентября были задержаны братья Азиз и Асан Ахтемовы. Задержание, которое скорее похоже на похищение, тогда было больше. К этому можно причислить и массовые задержания людей, которые пришли под здание ФСБ поддержать уже похищенных силовиками людей. Но сейчас мы видим, следствие сфокусировалось на Наримане Джиляле и братьях Ахтемовых, переведя Наримана Джиляла из статуса свидетеля в статус обвиняемого. И перед началом нашего сегодняшнего разговора хочется напомнить, что первоначально полученные российскими силовиками признательные показания по этому делу были даны под давлением и пытками, что, в принципе, уже далеко не новость для современного Крыма, но, тем не менее, когда мы говорим о таких делах, важно эти моменты тоже держать во внимание. Подробнее о пытках, например, которые были применены к фигурантам этого дела, писало издание «Град», и я процитирую эти материалы, но уже после того, как мы поговорим с адвокатом Николаем Полозовым. Он с нами на связи. Николай, добрый вечер. Здравствуйте. Да, я рад вас слышать в нашем эфире. Итак, российское следствие подготовило обвинительное заключение. Вы уже знакомы с его финальной редакцией, насколько я могу понять. Есть ли какие-то изменения в позиции обвинения? Есть ли какие-то новости для вас, как для адвоката? Ну, я поправлю. Обвинительное заключение мы еще не видели. Речь идет о последнем постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, так называемому уточненном. Спасибо за уточнение, это важный момент. Да. Вынесла как раз к моменту окончания предварительного расследования. Само предварительное расследование по делу уже завершено. Сторона защиты приступила к с материалами, не сильно изменилось. Николай, я прошу прощения, не очень хорошая у нас связь в интернете, вас слышно такими отрывками. Давайте мы сейчас попробуем с вами связаться снова уже по другому каналу связи, для того, чтобы поговорить предметно, да, чтобы связь нам позволила это делать. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете позвонить нам из Крыма
или соседней России, по телефону 044 490 2905 к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Обсуждаем мы сегодня окончание досудебного расследования в отношении крымско-татарского активиста, журналиста и политика Наримана Джиляла, а также братьев Ахтемовых. Ожидаем, когда есть уже связь. Николай Полозов снова с нами на связи. Николай, слышите ли вы нас? Да, слышу. Да, давайте продолжим. Мы говорили о том, есть ли вот сейчас при завершении досудебного расследования, спасибо за то, что вы исправили нас, для вас, как для адвоката, какие-то вот новости в позиции следствия? Ну, фактически, по сравнению с ранее предъявленными обвинениями, новое постановление не изменилось. Единственное, следствие уточнило, что дополнительно к совершению диверсии в составе организованной группы, а также обвинению в обороте взрывных устройств и контрабанде взрывных устройств, добавился пункт Б статьи 281 диверсия причинение значительного ущерба. Следствие посчитало, что государственному предприятию, газовым сетям Крыма, нанесен ущерб в районе 105 тысяч рублей, это порядка 1425 долларов США. Поэтому фактически в обвинительное заключение пойдет обвинение по совершению диверсии в составе организованной группы с причинением значительного ущерба, незаконный оборот взрывных устройств и незаконная контрабанда взрывных устройств. Какая ответственность грозит по этим статьям? Какой максимальный срок заключения? Ну, только по одной диверсии это до 15 лет лишения свободы. Незаконный оборот взрывных устройств до 12 лет. То есть по совокупности это может грозить, ну, в принципе, до 20 лет лишения свободы. Есть ли у вас надежда на то, что судебный процесс будет проходить хоть в какой-то состязательной манере, потому что вы уже опубликовали вот цитату, да, как квалифицируется действие Наримана Джиляла по версии российского следствия. Я коротко процитирую, если можно. Получив указанную задачу, Джилялов Н.Э., выполняв принятые на себя преступные обязательства в составе организованной группы, исполняя свою роль в преступлении, придерживаясь радикальных взглядов по мотивам политической ненависти по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в ее состав Республики Крым и города Севастополя в период с 1 марта 2021 года по 31 мая 2021 года на территории Республики Крым, точное время и место следствием не установлены, обладая обширными социальными связями на территории Республики Крым, в том числе среди населения, придерживающегося аналогичных взглядов, приискал проживающего на территории Республики Крым Бышовца С.П., псевдоним в целях вовлечения его в состав организованной группы, намереваясь возложить на него обязанности по непосредственному исполнению запланированного диверсионного акта взрыва. Конец цитаты. Что можно сказать из того, вот в каком ключе выписаны эти деяния и чего можно ожидать от судебного разбирательства? Я понимаю, что не в полной мере, да, к адвокату можно задавать такие вопросы, потому что по умолчанию должно считаться, что суд должен быть, ну, во всяком случае, конкурентным, да, и рассматривать все доводы, но вы видите крымскую судебную практику? Безусловно, в принципе, стилистика составления подобных документов следствием ФСБ не сильно отличается от их предшественников НКВД и напоминает опубликованные материалы репрессий 30-х годов уголовных дел. То есть преемственность сохраняется. Что касается судов в Крыму, но, скажем так, на 8-м году оккупации, уже через сотни процессов, которые прошли в отношении украинских политзаключенных, крымских татар, ну, по-моему, все предельно очевидно. Какие здесь суды, какие они выносят решения. И питать иллюзии относительно того, что суд может быть справедливым, суд может быть объективным, наверное, было бы, ну, скажем так, лукавством. Поэтому, конечно же, Нариман прекрасно понимает, какой будет суд, он видит эти материалы, но, тем не менее, он готов отстаивать свою позицию, потому что, естественно, дело абсолютно сфабриковано. Любой человек в Крыму, который знает Наримана, а их немного, хоть маломальски знает Наримана, подтвердит, что это человек, который, в принципе, никогда не, скажем так, не занимал какую-то радикальную позицию. Напротив, его иногда укоряли за излишнюю мягкость, за некий конформизм позиции.
И совершенно очевидно, что дело является полностью и абсолютно сфальсифицированным и сфабрикованным. Вот тот же Бышевец, о котором вы сказали, это один из засекреченных свидетелей, которые будут давать показания против Наримана, которого якобы Нариман пытался завербовать, что является абсолютным бредом. А много ли вообще в деле вот в таких секретных участников, секретных свидетелей, показания, данные, которых верифицировать вряд ли будет возможно? Но участие секретных свидетелей, оно же необходимо для того, чтобы восполнить пробелы доказательственной базы следствия. То есть, когда нету никаких доказательств, находится некий секретный свидетель, некое лицо, иногда это сотрудник органов, иногда это некое иное лицо, которое просто своими показаниями эти пробелы восполняет. И суд принимает это все на веру. Причем проверить, был ли человек в конкретном месте в конкретное время, слышал ли он или видел какие-то конкретные обстоятельства, невозможно, потому что все эти вопросы отводятся судом как направленные на установление личности этого засекреченного свидетеля. Хотя защита, конечно же, пытается установить обстоятельства и порочность тех показаний, которые лжепоказаний, лжесвидетельств, которые дает указанный засекреченный свидетель. Важно понимать, позиция Наримана основывается на традиции крымско-татарского народа мирной, демократической борьбы за свои права. Крымско-татарский народ никогда не брал в руки оружие, никогда не сопротивлялся насилием на то давление, которое на него оказывается. И попытка российских властей представить крымских татар как некий народ-террорист, народ-диверсант, конечно же, является политической манипуляцией для того, чтобы создать такие условия в Крыму, при которых крымские татары будут находиться в таком очень задавленном, запуганном состоянии, не способным к высказыванию собственного мнения относительно оккупации и ее последствий. 15 декабря, в тот же день, когда вы сообщили о том, что завершено досудебное расследование по этому делу о якобы диверсии на газопроводе в Перевальном, стало известно о том, что российские силовики провели обыск и увезли, как позже выяснилось на допрос, еще одного крымского татарина, жителя Феодосии Куртумера Чалгозова. Но новость эта выглядит странной, учитывая то, что досудебное расследование, казалось бы, по этому делу завершено. И вот я хочу попросить вас разъяснить, могут ли оказаться какие-то новые показания в этом деле, о чем может свидетельствовать тот факт, что по этому делу допрашивают других людей? На самом деле ничего странного нет. Дело в отношении Наримана, а также Асана и Азиза Ахтемовых, оно действительно завершено. Но важно понимать, что дело было возбуждено не только в отношении них троих, а еще в отношении ряда неустановленных лиц. И после завершения расследования по делу Наримана и братьев Ахтемовых дело в отношении неустановленных лиц было выделено, и расследование по нему продолжается. Поэтому то задержание, о котором вы говорите, оно было обусловлено именно расследованием вот этого вот выделенного дела. Что сейчас известно о состоянии здоровья Наримана Джиляла, о том, в каких условиях он находится, попадают ли к нему письма? Вчера я его видел, нам удалось пообщаться. Состояние здоровья у него удовлетворительное, настрой у него очень хороший, он намерен отстаивать свою правоту, отстаивать правоту своего народа, он намерен бороться. Что касается условий содержания, то письма, по счастью, некоторое количество ему передали накануне, 9 декабря. Не все письма, но, по крайней мере, какая-то часть. Главная проблема заключается в том, что его держат в так называемом спецблоке в СИЗО Симферополя. Это отдельное крыло, которое не отапливается. То есть в камере отопления нет. После того, как посетили члены ОНК и надзирающий прокурор Наримана, его перевели в другую камеру. Однако в другой камере тоже нет отопления и протекала батарея. Батарею заварили, но отопление не дали. Учитывая, что по прогнозам в Крыму на следующей неделе и в последующие дни ожидается серьезное похолодание, это у нас вызывает серьезную обеспокоенность, учитывая позицию администрации СИЗО о невозможности применения электрических нагревателей из-за перегрузки сети.
Спасибо вам за комментарии, за беседу. Я напомню, что с нами на связи был адвокат Наримана Джиляла Николай Полозов. Мы продолжаем эфир, и, как я уже говорил, подробно о тех пытках, которые применялись к фигурантам дела о якобы организации диверсии на газопроводе в Перевальном. Об этом писало издание «Град», и о пытках и бесчеловечном обращении с фигурантами дела. Я приведу сейчас цитату из публикации. «Если не считать времени, проведенного в наручниках и с мешком на голове, криков и угроз, Наримана Джиляла не били и не пытали, хотя его адвокатка Эмине Авамилева приравнивает это к пыточным условиям и считает жестким психологическим давлением. Азиз Ахтемов рассказал адвокату Айдеру Азаматову при встрече, что его самого ударили несколько раз оперативники, но самое страшное произошло с его братом Асаном. Он сам рассказал об этом Азизу, когда они остались на какое-то время одни. После задержания дома его избивали так, чтобы не оставить заметных следов. От болящих внутренних органов трудно разговаривать, рассказывал Азиз Ахтемов. Ночью Асана вывезли в лес в районе Бахчисарая. Там была уже приготовлена вырытая в земле яма. Его поставили возле нее на колени и стали стрелять из автомата поверху. Цитата: «Мы тебя сейчас закопаем, и никто никогда не найдет». Так угрожали Асану, ему предлагали бежать, чтобы убить при попытке бегства. В подвале, где держали Ахтемовых, Асану на мочке ушей прицепили провода и пустили по ним ток. Асан рассказал брату, что на это смотрел адвокат Олег Глушко. Олег Глушко — это адвокат по назначению. Когда Ахтемов не выдержал и обратился к нему: «Как вы можете допускать такое? Вы же адвокат», Глушко ответил, что это, цитата, «стандартная процедура». Изданию «Град» сам Глушко на вопрос о пытках ответил: «Физически их никто не трогал, все было очень культурно и спокойно». Конец цитаты. И здесь стоит отметить, что это довольно часто наблюдаемая линия поведения адвокатов по назначению по политически мотивированным делам в Крыму. Нашему коллеге, например, Владиславу Есипенко, также была назначена адвокат по назначению, это Виолетта Синеглазова, которая игнорировала сообщения подзащитного о пытках. Я продолжаю цитату по изданию «Град». Несколько дней обоим Ахтемовым не давали спать и угрожали расправой над ними и членами их семьи. В результате 7 сентября в средствах массовой информации появилось видео, на котором они рассказывали о том, как готовили и провели диверсию на газопроводе. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что к нашему разговору может подключиться каждый радиослушатель. 8 800 10 06 926 для звонков из Крыма. Номер 044 490 29 05 для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Итак, мы возвращаемся к новому эпизоду этой истории. Я уже говорил о том, что 15 декабря, в тот же день, когда стало известно о завершении досудебного расследования по делу Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых, правозащитники из объединения «Крымская солидарность» сообщили о том, что силовики, по сути, похитили еще одного крымского татарина, жителя Феодосии Куртумера Чалгозова. Почему здесь можно применить слово «похитили»? Чалгозова увезли в наручниках и с завязанными глазами из дома утром. Весь день родственники и адвокаты не могли узнать, где он находится, и вернули домой его уже вечером. А что с ним происходило? Мы подробнее расспросим Лутфия Зудиеву, крымскую правозащитницу. Она с нами на связи. Лутфия, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, по поводу задержания или допроса Чалгозова, расскажите нам подробнее, что это было, как это выглядит процессуально и какой статус сейчас у Куртумера Чалгозова по этому делу? Когда его задерживали, он до конца не понимал свой процессуальный статус, не понимал, по какому делу вообще привлекается и задерживается. И более того, как вы сказали, вот сейчас его везли в машине, в наручниках, несмотря на то, что ему не сообщили, что ему что-либо вменяется в качестве преступления или правонарушения. И еще зачем-то перевязали ему глаза. И вот те несколько часов, которые он провел наедине с силовиками, он провел их без адвоката, ни по соглашению, ни по назначению адвоката рядом с ним не было. Его допрашивали по делу Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых, и с его слов он не знает ни заместителя председателя Меджлиса, ни ребят, которые обвиняются совместно с ним сейчас по этому уголовному делу. И, соответственно, ему особо и нечего было сказать в ходе той беседы, которая состоялась позавчера. Он предполагает, что это было здание ФСБ,
Симферополь, судя по расстоянию, которое он провел в дороге от Феодосии, и осознать все, что с ним произошло, ему удалось уже после того, как его привезли в это здание и начали допрашивать. Если он не знает этих людей вообще, есть ли у него какие-то предположения, почему за ним приехали силовики и увезли на допрос, предположительно, в Симферополь по этому делу? У него изъяли мобильный телефон марки Samsung, его еще не вернули, сказали, что им необходимо изучить его содержание. Куртумер его беспрепятственно в смысле изъяли принудительно, но оставил он его беспрепятственно в том аспекте, что ему нечего скрывать от органов следствия, и, соответственно, до тех пор, пока его мобильное устройство находится у них, сам Куртумер без связи. Это единственное, что у него изъяли в ходе обыска. И он сам до конца не понимает, как связали его личность конкретно с данным уголовным делом. И, на мой взгляд, вообще эта история с неустановленными лицами в уголовном деле Наримана Джиляла, которых сейчас выделили в отдельное уголовное производство, она оставила огромное окно для спецслужб, которое позволит по такой же абсолютно схеме приезжать, задерживать, преследовать любого человека, который косвенно или прямо каким-то образом где-то когда-то пересекался с Нариманом Джилялом и братьями Ахтемовыми. То есть это может быть что угодно. Запись в телефонной книжке, где-то там случайно возле суда пересеклись и так далее. То есть не исключено, что мы увидим еще развитие этого выделенного дела по неустановленным лицам? Я боюсь, что да, потому что если это дело, процессуальный статус его таков, что оно открыто, соответственно, будет продолжаться следственные действия, будут продолжаться поиски, и мы уже слышали не об одном инциденте, просто, к сожалению, не все люди говорят об этом публично и хотят комментировать эти события, но мы знаем, что кроме Куртумера были подобные задержания среди крымских татар по уголовному делу Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых, поэтому, к сожалению, единственное, что нам остается, это проговаривать сейчас с крымскими татарами, многие из которых потенциально в зоне риска, как себя правильно вести во время обыска, что нужно делать, куда обращаться, для того, чтобы хотя бы, даже если этот человек будет задержан, адвокаты и правозащитники могли отследить траекторию и понимать, где этот человек находится. Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была крымская правозащитница Лутфие Зудиева. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что к нашей беседе можно присоединиться по телефону, дозвониться из Крыма. К нам можно по телефону 8 800 10 06 926. С материковой Украины звоните к нам в студию по номеру 044 490 2905. Также я напомню, что стараюсь внимательно читать чат под трансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Приходите в этот чат, оставляйте свои комментарии, общайтесь друг с другом, спорьте друг с другом, задавайте вопросы нам и нашим собеседникам. Наиболее интересные и актуальные комментарии, которые касаются темы нашего эфира, я постараюсь озвучить в течение этого эфира. К нашему разговору подключается Ахтем Чайгоз, народный депутат Украины. Ахтем ага, добрый вечер. Добрый вечер. 22 ноября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления, которым предлагается внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины вопрос о введении санкций в отношении лиц, которые причастны к преследованию Наримана Джиляла. И, как указано в приложении к этому постановлению, санкции предлагается ввести против Власова Виталия Олеговича, старшего следователя УФСБ по Крыму и Севастополю, Михайлюка Леонида Владимировича, руководителя управления ФСБ по Крыму и Севастополя, Агина Владимира Владимировича, судьи подконтрольного России так называемого Верховного суда Крыма, и Зайцева Сергея Николаевича, прокурора российской так называемой прокуратуры по Симферопольскому району. И вопрос первый. Вот судя по сайту украинского парламента, далее этот проект постановления движения не получил. Как вы думаете, с чем это связано?
В общем-то, мы сейчас хотим вот на манер списка Магнитского принять так, чтобы парламент принял такую постанову. И думаю, что мы этот вопрос доработаем. И в этом списке должны быть все те, кто, в общем-то, участвует вот в этих преступных деяниях по отношению к нашим политзаключенным. Он будет пополняться и акцентировать внимание. Почему с Наримана? Потому что сегодня это вот есть такой яркий пример вот той борьбы против оккупации, против оккупанта. И, в общем-то, думаю, что это я поддерживаю такое направление, скажем, действий, да, сбоку Украины, чтобы потом это выходить на международные институции и лоббировать вот такой подход. И в конечном счете в такой список войдут там сотни этих преступников разного ранга на разном этапе, начиная там с продольных, выводных, я имею в виду в тюрьмах, и приставов, и так далее, и так далее, и так далее, которые все эти годы являются инструментом вот этого, соучастником этих преступлений сбоку оккупантов. Есть ли сегодня политическая воля в парламенте для того, чтобы проголосовать за это постановление и введение вот этого механизма, да, как вы говорите, это должен быть такой аналог акта Магнитского. Сможет ли Верховная Рада проголосовать за это постановление? Думаю, до сих пор, например, касательно постановлений по тимчасово оккупованной территории Крыма, у нас есть такая консолидация, и зачастую больше 300 голосов поддерживают подобные наши инициативы. Другое дело, что беспокоит, что иногда, вот, например, поправки, которые вчера на комитете касались трансляции телеканала «Дом» на оккупированной территории, перерастает в такое орудие в помощь российской оккупации уже и на территории Крыма. Вот против такого бороться приходится очень, очень тяжело. Объяснять, что нельзя спекулировать и нашими гражданами на оккупированных территориях, и теми, кто вынужден был покинуть свои дома, чтобы сбежать в буквальном смысле от этого русского бандитского мира Путина и в угоду своих целей, да, я имею в виду власти, манипуляции, они нам очень близко знакомы всем, кто с Крыма, когда якобы защищая русский язык или русскую культуру, они на самом деле думали только о своей карьере политической, там, либо там, в общем-то, о своей карьере, да. И вот сейчас это тоже наметились такие тенденции, к сожалению, сбоку власти, которая через парламент пытается проводить такие законопроекты. А что касается, вот сегодня мы приняли в первом чтении поддержку наших политзаключенных, и, например, очень активно, то есть, чтобы успеть в этом году проголосовать, мы даже подняли выше в повестке дня, а то бы опять не успели, и скоротили сроки рассмотрения. И тут полная такая консолидация в парламенте. Ну, кроме ОПЗЖ, конечно, это пятая колонна, ей глубоко наплевать на все эти процессы. Ахтем Ага, я благодарю вас за комментарий. У нас, к сожалению, подходит эфирное время к концу, но я успею дополнить ту информацию, о которой вы сказали. Действительно, есть новости из Верховной Рады Украины. Сегодня, 16 декабря, украинский парламент принял за основу проект закона о социальной и правовой защите лиц, относительно которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей. Среди прочего, законопроект предлагает разработку процедуры установления таких фактов, создание реестра пострадавших
пострадавших, предусматривает выплаты материальной помощи пострадавшим и возмещение затрат на защиту, упрощенный порядок выдачи документов таким лицам и так далее. Мы продолжим обсуждение этой темы в следующих наших эфирах. Мы внимательно следим за делом Наримана Джиляла. Присылайте нам ваши реакции, ваши мнения, комментарии, материалы на редакционную почту. Звоните нам по номерам телефонов, которые я оглашаю в нашем эфире регулярно. Напомню, что мы выходим в эфир, программа «Важная». Крым выходит в эфир в 16:00 по Киеву, в 17:00 по Симферополю. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.